Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. В апреле этого года в Якутске открылся самый современный кардиологический диспансер на Дальнем Востоке. Новейшее оборудование, современное здание, квалифицированный персонал. В совокупности все эти факты должны подарить Якутии отличный результат в лечении болезней сердца. И сегодня мы поговорим с нашей гостьей, врачом-кардиологом отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской больницы номер 2 Александрой Семеновой о том, как врачи борются за жизнь и здоровье пациентов с проблемами сердца, а также научим наших телезрителей, как же распознать инфаркт или другую патологию сердечно-сосудистой заболеваний. Добрый вечер, Александра. Добрый вечер. Ну, давайте поговорим о том, как сегодня проводится в целом диагностика заболеваний сердца. Ну, диагностика заболеваний сердца проводится у нас, конечно же, на диспансеризации, ну и, конечно же, в поликлинике по месту жительства, в основном так. И выявляется вот именно при обращении пациентов к терапевту или к кардиологу, уже к более узкому специалисту. Ну и там уже при сборе анамнеза, сбора жалоб, что их беспокоит, потом также вот электрокардиограмма, конечно же, золотой стандарт, скорее всего, всем, кто обращается в поликлинику, снимают электрокардиограмму. Там уже видно какие-то есть изменения, там, например, нарушение ритма сердца или же ишемию тоже можно видеть, перенесенные инфаркты можно видеть. Вот поэтому тут первичное звено, как можно сказать, поликлиника, они стоят в первом контакте с пациентом. Ну, вот для наших зрителей, которые не разбираются в медицинской терминологии, давайте немножко расшифруем понятие, что такое ишемия. Ну, ишемическая болезнь сердца, она вообще подразумевается тем, что именно вот сужение коронарных артерий, конечно же, сердце у нас питается артериями, и, к сожалению, в течение всей жизни, когда человек пренебрегает всеобщими правилами ведения здорового образа жизни, то есть также курение, избыточная масса тела, гиподинамия, то есть вообще отсутствие какой-либо физической нагрузки, также переедание, повышение уровня холестерина, сахарный диабет, если у него есть гипертоническая болезнь сердца, он не контролирует давление, не принимает лекарственные препараты, это все и стресс, конечно же, стресс. И вот это вот все подразумевается тем, что наши сосуды со временем сужаются, и вот начинается поступать кровь уже в недостаточном количестве, и уже вот тут боли в сердце. Нарушение питания, нарушение питания, инфаркт. Да. Это что? Ну, инфаркт — это уже, конечно же, острые состояния, когда уже произошел полная окклюзия или стеноз до 95% именно от коронарных артерий. Опять же, я просто термины буду расшифровывать некоторые. Окклюзия. Да, окклюзия — это полностью, когда закрывается сосуд, закупорка сосуда, так можно сказать. И тем самым, конечно, острое состояние, и человек уже находится между жизнью и смертью. Потому что, как мы знаем, сердце — наш главный орган, это мотор, который не отдыхает 365 дней в году, он работает, и поэтому мы должны, конечно же, бережно относиться к нашему сердцу, потому что насколько ваше сердце здоровое, настолько вы и проживете, можно так сказать. А вот чаще поступают по скорой или самообращением? Ну, конечно, чаще по скорой, но самообращение тоже имеет дело. Потому что у нас есть, я сама работаю в экстренной службе, поэтому к нам вот поступают по скорой уже с инфарктом или прединфарктным состоянием, ну и самообращения тоже бывают. Вот если выделить, скажем так, самые топ-5 заболеваний сердца, которые чаще всего встречаются у нас в Якутии, если без привязки к тем, которые поступают в вашу больницу, именно по заболеваемости сделать ранжирование? Ну, конечно, скорее всего, на первом месте все равно будет стоять ишемическая болезнь сердца. Потом, конечно же, это гипертония, повышение уровня давления, нарушение ритма сердца, их очень много. Конечно, это фибрилляция предсердий в основном. И что еще можно выделить? Также можно пороки сердца, как врожденные, так и приобретенные. В основном такие вот можно выделить. Ну и кардиомиопатию.
Вот нас. опять же, что это такое? Ну, кардиомиопатия, она бывает тоже, учитывая возраст, учитывая, например, может спортивная кардиомиопатия на фоне того, что вот чрезмерные нагрузки, да, без систематических каких-либо, без систематики, когда человек занимается. Вот. Или же, возможно, какая-то алкогольная кардиомиопатия, токсическая Что кардиомиопатия. меняется в Именно структуре конфигурация сердца меняется. Вот, да, я вот Да. к этому хотел подвести. Да. Вот. В народе считается, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в основном это люди пожилые. Так ли это на самом деле? Ну, я могу сказать то, что не обязательно, чтобы он был в возрасте, потому что заболевания сердца могут проявиться в любом возрасте, даже у детей, у взрослых, у подростков, так и, конечно же, пожилые. Но в основном почему считается то, что в пожилом возрасте? Потому что именно люди, когда вот, достигнув какого-либо возраста, они начинают уже больше обращать внимание на какие-то симптоматику, обращаются в поликлиники, и уже вот начинается того, что вот в пожилом возрасте чаще болеет, такая вот, думает то, что так. А на самом-то деле в любом возрасте может возникнуть Просто заболевание надо сердца. вовремя. Да, они вовремя констатируют и вовремя лечат. Таким вот образом. Вот, а у молодых что чаще встречается? Ну, у молодых чаще встречается, конечно же, нарушение ритма сердца, также врожденные пороки сердца. Иногда их выявляют вообще очень в позднем сроке, уже когда они уже в взрослом возрасте, да, вот выявляются. Ну и также нарушение ритма сердца, кардиомиопатия, спортивное сердце. Вот почему-то думают то, что вот спортсмены самые здоровые, но вот тут надо отличить, когда здоровое спортивное сердце и патологическое спортивное сердце. Тут есть грань между ними. Я помню, когда писал диссертацию, как раз мы с коллегами изучали здоровье юных спортсменов и выявили, что, оказывается, юные спортсмены далеко не здоровы. Нездоровые, да, к сожалению. Как у некоторых в мышлении у нас ассоциация с этим есть, что люди здоровые. А как понять, что с тобой что-то не так, что что-то не так с сердцем, потому что вот особенно молодые, ой, что-то здесь кольнуло, ой, там что-то придавило. На самом деле, так ли страшно черт, как его малюет, когда там колет, что необходимо проводить, какую диагностику? Ну, дело в том, что тут, конечно, если говорить об ишемической болезни сердца вообще, да, то, конечно, тут должен быть все-таки стаж человека, то есть в молодом возрасте ишемической болезнью сердца заболеть — это, редкость, если только это какие-то генетические предрасположенность, там, семейная дислепидемия, когда вот высокий уровень холестерина в семье, да, это уже фактор риска может быть при взрослой, то есть имеется в виду, когда человек молодой. Или же там какие-то васкулиты, возможно, да, уже воспаление самого сосуда. Да, вот, они тоже могут привести к раннему инфаркту миокарда. Но это очень крайние случаи. Вот. И в основном, если говорить об ишемической болезни сердца, то тут больше подвержены, конечно, к сожалению, мужской пол. Он подвержен чуть раннему манифесту именно вот ишемической болезни сердца. По стандарту, по статистике Всемирной организации здравоохранения, мужской пол, у него вот уже фактор риска входит от 45 и выше. У женщин чуть возраст выше, там 55-65. Это манифест, когда только начало. Вот. А если человек, вот, например, человеку 30 лет, ему что-то кольнуло, за грудиной или что-то, или, может быть, какой-то дискомфорт он почувствовал. Во-первых, он может обратиться в поликлинику. Там вот уже терапевт, он говорит свои жалобы, терапевт назначает какие-то анализы обычные, да, общий анализ крови, потому что такие вот боли могут даже при анемии тоже быть, потому что анемия — это при нехватке гемоглобина. А гемоглобин, как мы знаем, он переносчик именно кислорода. А если у нас анемия, то, конечно же, кислород не доставляется в жизни важные органы, как мозг и сердце. И на этом фоне тоже может какие-то вот боли, колики, или же может какой-то эзофагит, может заболевание желудка. Тут колоссальная... Может невралгия, да, межреберная невралгия, остеохондроз, какие-то травмы. Вот это вот терапевт должен все хорошо собрать, когда у него появляются боли при нагрузке, без нагрузки, в вечернее время, в утреннее время, перед едой, до еды, после, какого характера. Это все где локализуется. Это очень много вот именно факторов, которые мы собираем, а после этого уже создается картинка,
что потом также еще какой образ жизни он ведет, работает ли, какая работа стрессовая, не стрессовая, плюс какие нагрузки у него, физические нагрузки есть, нет, там, спортом занимается, нет, вот просто такое должно быть общение. Как у следователя сидишь и все про себя рассказываешь. Да. Главное не скрывать. Главное не скрывать, да. Спорт и сердце. Вот мы уже начали затрагивать эту тему и по детям, и в целом по кардиомиопатии. Какие тренировки вредят организму, а какие все-таки способствуют сохранению жизнеспособности сердечной мышцы? Ну, как я уже говорила, то, что тут спортивное сердце, оно бывает, как сказать, и патологическое спортивное сердце, и нормальное спортивное сердце. То есть когда вот человек начинает заниматься физическими нагрузками, если он занимается вот профессиональным спортом, особенно вот тяжелая атлетика, она очень осаждает сердце, да, потому что мы поднимаем тяжесть, да, и вот такая колоссальная нагрузка идет на сердце. Если мы понимаем то, что сердце — это мышечный орган, и когда мы, ну вот, подразумевает то, что когда мы качаем мышцы, мышцы не накачиваются, становятся больше, да, то есть рельефнее. Такое же и происходит и с сердцем. То есть когда мы накачиваем себя, да, занимаемся спортом таким активным, тяжелой атлетикой, да, тогда вот тоже конфигурация сердца меняется, мышцы также становятся, как сказать, ну, больше, шире, да, и как бы толще становится. И именно вот работа сердца на этом чуть-чуть, конечно же, претерпевает изменения, и, возможно, тоже вот, если не контролировать, именно вот если спортсмен не проходит обследование, пренебрегает какими-либо вот рекомендациями, да, вот тогда вот, да, еще тем более, когда вот они принимают какие-то, ну, вещества, да, можно сказать, то, что какие-то анаболики или какие-то транквилизаторы, да, вот это вот тоже все имеет место быть, и вот начинаются тоже вот такие заболевания именно сердцем. А когда вот нормальное спортивное сердце, то есть у нас систематически происходит вот, то есть не раз в месяц, да, мы решили там, только летом мы решили там пробежать марафон и решили вот за 2-3 месяца подготовиться к марафону, а потом в остальные 9 месяцев мы сидим. Это тоже будет нагрузка на сердце, и, конечно же, тут тоже могут быть какие-либо нарушения ритма сердца, ну и, конечно же, когда без систематики, то есть пробежался и забыл, и дальше не тренируется, это тоже плохо. То есть надо, если человек, ну, выбирает здоровый образ жизни, то есть спорт должен быть систематический. И не нужно вот именно ну, в рекомендациях 157 минут, по-моему, в неделю мы должны заниматься каким-либо спортом. То есть это может быть бег, плавание, это тоже в зависимости. Но я могу сказать то, что самые такие топовые нагрузки на сердце, да, которые вот именно для оздоровления, это, возможно, легкий бег, ходьба, плавание и, ну, вот такие топ-3 могу назвать. Ходьба — это самое, как сказать, щадящее. Ходить могут все, и не обязательно это специально выйти для ходьбы, а просто можно вот пораньше чуть выйти из дома на работу, да, пройтись пешком. И сейчас вот 10 тысяч шагов, да, вот люди стремятся делать 10 тысяч шагов, но мало кто знает, почему у нас именно стандарт 10 тысяч шагов. Но дело в том, что это у нас пришло из Японии. В 1964 году после Олимпиады там у них произошел бум, и японский врач рассчитал, сколько нужно делать шагов в день, чтобы именно сбалансировать потраченные калории и потребленные калории, то есть чтобы не нести на нет. И таким вот образом он высчитал то, что 10 тысяч шагов — это стандарт, который должен ежедневно выполнять человек. Но это не означает то, что все должны идти на 10 тысяч шагов. Это тоже нужно слышать свой организм, прислушиваться к нему и начать сперва там, с 2000 шагов, потом постепенно наращивать до 10. Но если вы пройдете 10 тысяч шагов, это хорошо, но если 5000 шагов, это неплохо. Это не надо, чтобы там, а то у нас бывает то, что ударит в голову, да, и сразу 10 тысяч шагов, и на один раз такие прошлись, а потом мышцы боли в коленях, боли в мышцах. Ну и, конечно же, сердце тоже может, как бы, для него такая нагрузка будет в новинку, и может тоже как-то заболеть, прищемить.
Вот это вот тоже нужно здесь ловить свой темп. То есть не надо, значит, все идут, значит, я тоже пойду. Ну, давайте теперь уже о болезнях, да? Да. В чем разница симптоматики инфаркта миокарда у мужчин и женщин? Есть ли она таковая? Потому что где-то вот информация была о том, что мужчины подвержены чаще инфаркту, но смертность среди женщин при инфаркте миокарда выше. Так ли это тоже? Ну, так, по поводу жалоб, да, тут стандартные жалобы — это чувство нехватки воздуха, возможно, ком в горле, грудная жаба, когда все сдавило, и, возможно, какие-то все радиации, то есть вот боль может отдавать в руку, в шею и в подлопатку. Это должно быть все как бы более стандартно, это с левой стороны. Но бывают и такие жалобы, когда и бывает то, что с обеих сторон. Какие-то вот и радиации дают, также боли могут быть в области желудка. И бывает такое, то, что нестандартные могут быть жалобы. Вот. Но в отличие от мужчин и женщин, тут, конечно же, скорее всего, подразумевается то, что мужчину мы как бы, ну, воспитывают то, что вот мужчина должен терпеть, он не должен обращаться в больницу. Если ты пошел в больницу, то ты слабак. Да, ну, такие вот, наверное, больше мужской характер не проявляют. Вот они терпят и ну, не обращают ни в поликлинику. Вот, и, конечно же, когда не обращают, то уже все, это уже пик эпогеи, да, как бы сказать. Это значит то, что у него уже очень сильно все болит, и вот тогда только он обращается. А вот женщины, конечно, тут, да, у них это в зависимости тоже от болевого порога, насколько это у каждого человека индивидуально, конечно же, да, и у мужчин, и у женщин. Но у женщин больше такой, когда они обращаются в больницу, да, у них такая больше из-за социального статуса, то есть они матери, да, они вот думают о своих детях, как они останут дом без, как бы, если они госпитализируются в больнице, то вот тут тоже и работа, и дом на них, и поэтому вот как бы откладывается все время вот именно обращение к врачам. Вот тут вот есть разница. А вот по поводу боли не могу сказать. Ну, тут бывает то, что разные боли. Тут нету такой классификации. Вот это мужская боль, это женская. В основном все это в совокупности. А вообще, как тогда распознать приступ, особенно если он происходит в общественном месте? Вот первые действия самого человека и действия окружающих. То есть какую первую помощь они должны оказать? Ну, обычно, когда вот человек уже сталкивается неоднократно с ишемической болезнью, ну вот именно симптоматикой ишемической болезни сердца, то они всегда носят себя в кармане нитроглицерин. То есть это для купирования именно вот болевого синдрома. Им назначают в поликлинике или какой-нибудь больнице. Вот, и они всегда вот носят с собой. И они знают, то, что это сердечный приступ. И бывают такие у нас случаи, то, что скорая привозит пациентов именно вот с общественного транспорта, с мест общественных, ну, с ТРК, например, да, с торговых центров, с магазинов. Вот, и там бывает то, что вот, ну, главное это боль за грудиной. И может человек как бы упасть, потому что там то тоже может резко с ним упасть давление, и человек может там потерять сознание, упасть, там, чувство нехватки воздуха, липкий холодный пот, ему может бросить пот резко. Вот. И, конечно же, бледность кожных покровов, резкая бледность. Ну, это уже невозможно не заметить. Что делаем? Ну, вызываем скорую. Самое главное — вызвать скорую. И это не ждать. Ну, трогать, так, ну, первую помощь, конечно, если человек в сознании, ну, оказывать, ну, это зависит от ситуации. Например, если человек упал, то нужно, чтобы толпа расступилась, а то обычно у нас зеваки обычно собираются вокруг, и так у человека воздуха не хватает, они еще закрывают доступ кислорода к нему. Поэтому нужно, чтобы все отошли, чтобы человек успокоился, там, если у него пуговица, расстегнуть пуговицу, там, если он говорит, что у него, вот, например, в сумке, в кармане есть таблеточка, чтобы кто-нибудь дал, если он сам не в состоянии, да, вот, ну и больше вызвать скорую помощь, дать, возможно, там, ну, что-нибудь холодной водички, там, вот, только так. Давление.
Как с ним выстроить хорошие отношения, чтобы не было ни гипертонического криза, ни гипотонии в том числе? Да, ну, меня часто так спрашивают, и я говорю, ну, надо беречь здоровье с молоду. Вот это вот, то есть гипертоническая болезнь — это уже итог того, как ты вел свой образ жизни. Как бы это странно ни звучало, как бы это ни звучало так, как сказать это постоянно говорят, только, не кажется, утюг не говорит о том, что надо соблюдать здоровый образ жизни. И также в школе нас тоже этому учили, режим дня соблюдать рацион питания. Питание это очень главную роль играет. Также не курить, да, не употреблять алкогольные напитки. Вот это вот все в совокупе, хороший сон здоровый, стрессоустойчивость, да, это все влияет именно на первичную гипертонию, да, вот эти вот все факторы риска, которые я вам сказала. А когда уже вторичная гипертония, это уже нужно, конечно же, смотреть то, что, возможно, какие-то проблемы именно с почками, да, или с какими-либо другими органами. Поэтому тут совокупности, то есть надо сберечь здоровье с молоду. Если сейчас мы не возьмем себя в руки и не возьмем в руки свое здоровье, то в последующем это уже будет, как сказать, лавина. Аукнется уже в возрасте, там уже будет и страдать весь организм. Как должна выглядеть идеальная аптечка сердечника? Ой, идеальная аптечка сердечника, ну, конечно же, так. Тут человек должен всегда контролировать свой уровень давления, поэтому тонометр обязательно. Если какие-то есть проблемы вот именно с гипертонией, да, вот есть скачки давления или наоборот понижается, то человек должен всегда контролировать, вести дневник артериального давления, то есть измерять утром и вечером. Утром, как проснулся, вечером уже перед сном. То есть его не должны беспокоить ничего, никаких раздражителей, он должен спокойно сидеть, измерить и в дневнике написать, сколько у него давление. Также за тем, что если у него уже были ранее такие приступы стенокардии, да, приступы, то может в аптечке нитроглицерин. Обязательно нитроспрей, нитроглицерин, это уже как бы обязательно в его аптечке. Также если он повержен к повышению, к резкому повышению артериального давления, то, конечно же, мы рекомендуем капотен. Каптоприл. Препарат неотложной помощи. Да, неотложной помощи, да. Ну и, конечно же, препараты, которые ему прописывает врач, которые он должен, эти рекомендации должен выполнять. А то обычно бывает, особенно вот мужчины, они такие, ну вот, ко мне обращаются, и я говорю, вот, ну вы принимали лекарственный препарат? Он говорит, да, принимал. И а дальше что? Ну дальше у меня таблетки закончились. Я спрашиваю, ну, аптека же рядом, мы могли пойти купить в аптеке, купить препарат. Говорят, ну, я думала уже все. Но у меня же давление стабилизировалось. Я говорю, организм с возрастом уже не может справляться именно самостоятельно, и поэтому вот именно лекарственные препараты, мы назначаем их для того, чтобы они контролировали давление. То есть организм уже как бы не справляется с этим. И таблеточки — это наша помощь им. И их надо принимать постоянно. Не надо самому отменять. Только надо пойти к терапевту или к врачу, к кардиологу и спросить, я эти таблетки могу как бы не принимать или нет. А если врач скажет принимать, то все. Принимать значит принимать. Самолечением не заниматься. А валидол? Вот это любимое дело, валидол. Мне сейчас он поможет. Ну, валидол, он больше, мне кажется, то, что это как на самовнушение идет, да, вот, например, они приняли, и уже как бы организм чувствует то, что какая-то таблеточка уже есть, это означает, не должно быть хорошо сейчас. Мне кажется, это больше идет на самовнушение. Эффект плацебо. Да, эффект плацебо, да, никто не отменял. Вопрос от зрителя. Какие операции сейчас проводят в Якутии? Можно ли записаться жителю другого региона, если, допустим, они живут в Магадане? Ну, сейчас с открытием сосудистого кардиологического центра, конечно же, сейчас выполняется почти весь спектр высокотехнологической хирургической помощи вообще в Якутии. Поэтому, конечно, у нас здесь идут и селективные коронарангиографии, коронарные шунтирования, также и имплантации клапанов.
И также, ну вот в 2016 году у нас даже была пересадка сердца, да? Все этим, это было очень волнительно, и все наблюдали за этим процессом. Вот. И, конечно, я могу сказать то, что у нас все проводится. Но дело в том, что я могу сказать по поводу экстренной помощи. Да? Когда вот нас обращаются экстренно, то мы всех принимаем, иногородних, и иностранцев, да, вот. Но когда вот плановая помощь, то это нужно уже уточниться по поликлинике места жительства. Там уже идут квоты, ВМП, это уже все решается через Минздрав. Ну, я от себя добавлю, что можно, значит, записаться жителям другого субъекта на операции, но для этого нужно иметь направление от терапевта по месту жительства формы 057У, соответствующее заверенное печатью, и тогда в рамках межтерриториальных расчетов больница, которая проведет это лечение, получит за вас финансирование за счет средств ОМС, и для вас это лечение будет бесплатно. В этом плане проблем никаких нет, и в рамках законодательства Российской Федерации это все возможно. Чего точно не стоит делать человеку с сердечными заболеваниями, что наносит максимальный вред? Ну, конечно же, это образ жизни, то, что я сказала. Если у вас есть какие-то патологии со стороны сердца, это означает то, что вы должны вести здоровый образ жизни. Это должно быть кредо в вашей жизни, то есть должны соблюдать режим сна и бодрствования, хорошо питаться, правильно питаться, витаминизироваться. Вот. Ну и, конечно же, не пить, не курить. Это вот такие избитые фразы, которые сейчас, наверное, люди опять говорят про здоровый образ жизни. Вот, не пить, не курить, но всегда в здоровом образе жизни есть еще и продолжение. Это правильное питание. Да, правильное питание. Вот для сердечника какая правильная диета, что нужно, сейчас больше, сейчас как бы вот слово правильное питание, оно как-то очень... ПП. Ну да, но ПП, слишком но слишком избито, и уже как-то как так относятся, как будто бы я неправильно питаюсь. Нет, тут лучше сейчас уже диетологи больше склоняются к сбалансированному питанию. То есть, человек, он должен, конечно, контролировать вообще все, что он готовит себе, да, своим близким, родным. Это также относится к домочадцам, потому что как бы у человека ишемическая болезнь сердца, а если вот, близкие кушают, да, за одним столом, а у него какая-то гречка и курица, а у других там все жареное, пареное, тоже, конечно, здесь есть того, что не сдержится, да. Вот. Конечно, тут баланс все должно быть. Мы должны смотреть то, что должны быть углеводы, белки, жиры, то, что у нас это очень главное. Без жиров невозможно, да, как бы и могут быть и гормональные нарушения, если мы полностью отменим жиры. Вот это тоже нужно понимать. И тут очень много вариантов, да, вот, например, также употреблять в рационе рыбу побольше, да, рыбу, мясо. Мясо тут, конечно же, лучше выбирать белое мясо, а снизить количество потребления красного мяса. Но у нас вот почему-то жители Якутии, у них какая-то такая своя диета, у них белково-углеводный рацион питания, и это, конечно, очень влияет вообще на весь организм, то есть и на сердце, и на сосуды, и на ЖКТ, да, на желудочно-кишечный тракт, также и наши вот эти вот сахарный диабет, заболевания почек, это все идет от питания. И когда только вот общество поймет это, то, конечно же, они начнут все-таки смотреть, что они кушают. Конечно же, все должно быть на пару, все должно быть очень вкусно, в духовке. Можно использовать гриль, не обязательно вот все жарить, парить. Почему-то у нас вот такой менталитет, то, что еще вот мне очень такое словосочетание корежит, то, что якут траву не ест. Это организм-то один, хоть ты русский, хоть ты там якут, да, вот организм требует все равно витамины и минералы и клетчатка, а клетчатку мы можем брать только из вот растительной, с фруктов, овощей, ягод, вот. И, конечно же, они должны быть в рационе всегда. То есть не означает то, что, у нас
как географическое положение, да, север. Конечно же, это не означает, что мы должны только есть там авокадо, бананы и тому подобное. Да. 200-300 грамм в день именно вот каких-либо овощей. Да, да. Это может быть яблоко, это может быть капуста, свекла, морковь. Чем ярче у вас рацион питания, чем ярче ваша тарелка, тем лучше и тем обогащеннее будет ваше питание. Вот, поэтому вот тут не надо зацикливаться на одних авокадо и на одних этих каких-либо таких заморских фруктах. Тут можно и вот что-то свое, но не картошка. Картошка к этому не относится, к сожалению. Фитотерапия насколько эффективна? Фитотерапия, ну, если в балансе с препаратами, которые назначает врач на приеме, да, то можно, почему бы и нет. Эти те же витамины, минералы можно пропивать курсами и, конечно же, все-таки не отменяя препараты, которые вам назначает врач. То есть это только вспомогательные. Так можно сказать. Вот, кстати, то есть она вреда она не принесет, ну и как бы такой лечебного эффекта того, что этот фиточай, он принесет тебе здоровье на все 100%, такое сказать невозможно. Просто Вот как раз-таки сегодня по лекарственной терапии. Насколько медицина продвинулась вперед, как изменилась лекарственная терапия даже за последние лет 10? Ну, фармацевтика, конечно, не стоит на одном месте, оно развивается, и, конечно же, у нас появилось очень много групп препаратов, комбинированных препаратов, которые очень как бы, уже велись научные работы и научные исследования, и дало хорошие результаты. Вот, поэтому, конечно, сейчас все идет модифицированное, поэтому, да. Эффект от лекарств есть. Главное, лекарство принимать, не отменять самому. Теперь о вегетососудистой дистонии. Многие специалисты утверждают, что такого диагноза нет, ВСД. Да, есть, мнение какое у вас? Ну, ВСД, оно такое, особенно этот диагноз ставится, когда нет других, другой какой-либо патологии, которой можно было бы поставить, да, то есть когда человек относительно здоров, как бы он сдает, конечно же, вот анализы, да, общий биохимический анализ крови, обычно мы еще просим сдать гормоны щитовидной железы, потому что бывает то, что дистония, там какие-то вот ощущения, да, вот тахикардии, учащенного сердцебиения, там какие-то холодный пот бросает, тот же стресс, какое-то тревожное состояние, да, или высокое давление, или низкое, или наоборот понижается давление. И поэтому, конечно, когда вот весь комплекс обследований он проходит, практически всех специалистов, да, вот гастроэнтерологи, а также эндокринологи, и когда нету никакой патологии, то нам приходится... симптомы есть? То нам приходится, конечно же, выставлять этот диагноз, да. Но тут больше как симптомокомплекс. Но если, например, человек не обращает на это внимания, да, вот потом через какое-то время вот ВСД может, конечно же, преобразиться в какое-то другое заболевание, например, гипертонию в ту же. Поэтому тут нужно тоже, например, вот поставили сосудистую дистонию, а потом через некоторое время, там через 2-3 года он может тоже вот пройти диспансеризацию, какие-то сдать анализы, и уже тогда может выявиться какая-то патология. Ну а так мы выставляем, конечно, диагноз. Ну потом мы говорим то, что вот, под контролем все. Как кардиолог я обычно рекомендую, вот, если там нарушение ритма сердца, там какие-то там дискомфорт, холтер, УЗИ сердца, общие анализы крови, биохимию. Ну и потом, если я свой диагноз все исключаю, то уже могу другому специалисту отправить. Как-то так.
Спасибо большое, Александр, что подошли к нам сегодня в студию и поделились своим мнением по поводу заболеваний сердечно-сосудистыми заболеваниями. Я хочу поблагодарить зрителей за то, что вы были сегодня вместе с нами. Конечно, безусловно, сердечно-сосудистые заболевания, которые занимают первое место среди смертности, это большая проблема для всех нас, и совместными силами можем только справиться с этой проблемой. Потому что если мы будем с вами следить за своим здоровьем, если мы будем проходить диспансеризацию, стараться следить за своим сердцебиением, есть ли нарушение ритма, есть ли повышенное давление и правильно вести образ жизни, наверное, мы вместе сможем эту статистику по смертности снизить. Поэтому, опять же, призываю следить за своим здоровьем. Еще раз хочу поблагодарить нашу гостью Александру Семенову, врача отделения анестезиологии и реанимации интенсивной терапии Республиканской больницы номер 2. Ну и вам всем пожелать всего самого хорошего, потому что на этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем, чем живет Якутия. Всего вам доброго и, конечно же, здоровья. До свидания.